أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على رسول الله محمد وآله وصحبه أجمعين. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Вера в судный день. В расширенном Иман Муфассале, где объясняется расширенное понятие веры, обозначая, что я уверовал в Аллаха, в Его ангелов, в книги, в пророков. Следующим идет: я уверовал, мы говорим, в судный день, что судный день будет, что Яум аль-Кияма, последний день этой жизни, этого мироздания наступит, все разрушится и все исчезнет. Ахр Заман, то есть Замануль Ахр, последний день, последнее исчисление времени, последнее время этого пространства, называемое Дунья, со всеми небесами, землей, со всеми живыми или неживыми существами. Все исчезнет. «Куллю ман алейха фан», говорит Аллах Субхану ва Тааля в сурате Ар-Рахман. То есть всякое то, что создано Аллахом, все имеет свой конец. «Ва ябка ваджху раббика зуль джаляли валь икрам». Только Аллах вечен, Он превеликий, Он милосердный. Он создал все эти творения, и Он же их уничтожит. Каждая живая вещь, каждое созданное творение имеет свой конец. Например, если обратимся к человеку, как к живому существу, потихоньку Аллах Субхану ва Тааля, когда забирает душу у человека, все остается как бы без движения и потихоньку начинает распадаться. Голова отдельно, руки отдельно, ноги отдельно, тело отдельно, все начинает распадаться, и все потихоньку исчезает. Мы это исчисляем временем, что превращается в прах, наше тело. Но Вселенная также. Значит, Аллах Субхану ва Тааля тоже забирает свой божественный свет со всей этой им сотворенной дунья. Все 18 тысяч вселенных, как объясняется в хадисах. То, что все мы видим, слышим, чувствуем, ощущаем, осязаем, все исчезнет. Аллах Тааля говорит, что наступит день, и я сорву небеса, как покрывало, и посыпятся звезды, и луна, и солнце ударятся друг в друга и превратятся в пыль. Все имеет свой конец. Кто-то говорит, вот скоро наступит этот конец. Кто-то гадает на картах, кто-то смотрит по гороскопу, кто-то изучает древние рукописи ацтеков, майя, и говорит, что они более были цивилизованными людьми. Но Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, говорит, что все прежние поколения могут быть и цивилизованными, но можно ли назвать этих цивилизованных людей, ацтеков и майя, которые поклонялись идолам, не признавая Аллаха, и убивали людей, принося их в жертву? Невозможно их назвать цивилизованными людьми. Поклонение Аллаху, принятие всего Его законов в виде шариата, всех Его правил существования на земле. Вот цивилизованность человека, вот разумность человека и принятие Его единственности, все то, что создано только им, и ангелы, и книги, которые не спосылались, и пророки, которые отправлялись к разным общинам и народам. Для каждого народа мы отправляли каждого пророка на своем языке, то есть на языке этого народа, на языке этой общины, говорит Аллах Субхану ва Тааля. Но придет время, если вы
не будете мне противиться, говорит Аллах Субхану ва Тааля, то или будете противиться, все равно. Придет время, все это исчезнет. Все это временно. Знайте, что эта земля, этот каинат, этот дунья, все то, что создано Аллахом Субхану ва Тааля, все исчезнет, и нам придется ответить за эту жизнь, то, что мы прожили на земле. Земля тоже будет отвечать. Солнце будет тоже отвечать, и луна, и звезды, и все то, что все его творения, творения величайшего Всевышнего Джалля Джалялюха, Аллаха Единственного, все будут отвечать. Всем будут задаваться вопросы. Но прежде чем предстать перед судом, перед Аллахом, сначала все исчезнет. Исрафиль, алейхиссалям, по приказу Аллаха подует в трубу. Придет время, и все оцепенеют, все застынут на своих местах, все то, что они делали. Кто-то застыл, совершая благие деяния, кто-то застыл, совершая греховные деяния. Даже маленький младенец от испуга, от звука этого рога, в который подует Исрафиль, алейхиссалям, он сразу же поседеет. Он станет седым от страха. И после этого все начнет разрушаться. Никто не может определить, когда придет это время. Аллах Субхану ва Тааля говорит, что «Ваяс'алуника ани саа». О Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, спрашивает тебя о наступлении часа судного, часа последнего времени, яумаль кияма, ахр заман. Скажи, нету знаний об этом, кроме как у Аллаха. Только Аллах единственный знает об этом. Но Мухаммад саллаллаху говорит, что не наступит судный день, пока на земле останется хотя бы один человек, который говорит искренне слово, одно слово, Аллах. Уверовав и искренне будет проговаривать это слово. Сердцем и языком будет проговаривать и молить Аллаха. Пока не останется ни одного такого человека, то не наступит. Мы знаем, что у человека тоже есть последний день, яум аль-кияма, когда все исчезает, это его смерть. Мы называем это малый киямат, малое последнее время. Есть большой киямат, когда разрушается все то, что нас окружает. Все вселенные, все творения исчезнут. Смерть человека – доказательство тому, что ничего не вечно. Даже времена года – и то доказательство тому, что ничего не вечно, и все следует друг за другом, все заканчивается. Вот заканчивается осень, сейчас скоро наступит зима. Потом закончится зима, наступит весна и так далее. Есть некоторые признаки судного дня, которые мы знаем по повествованию Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. Он нам объяснил. Через его объяснение, в его хадисах мы находим признаки, малые признаки судного дня. Есть несколько признаков. Это первое, закончится изучение знаний, и невежество распространится на земле. Второе, закончится доверие между людьми, между мусульманами. Третье, самый невежественный человек, тот, у которого нет ни толику знания, он будет выставлять себя знающим, алимом. Его будут уважать как алима, его будут возносить. И они встанут впереди верующих и будут вести за собой по пути своего невежества. И четвертое, очень мало будет поклоняющихся, и вместе с этим, вследствие этого, даже их поклонения будут без знания, а будут просто как
как обычай. Среди знающих Коран, читающих Коран и придерживающих религии будет много таких людей, которые будут читать Коран, объяснять людям религию и распространять религию ради денег, ради того, чтобы разбогатеть. То есть будут употреблять это как ремесло. Для того, чтобы уберечься от вреда нехороших людей, люди начнут уважать, то есть показывать уважение этим людям. Для того, чтобы как-нибудь сохранить свою жизнь и сохранить свое здоровье. Потому что эти нехорошие люди будут на них давить, будут их оскорблять. И для того, чтобы этого не случилось, они будут показывать им уважение. Хозяева семей, мужчины, будут следовать за своими женами и, слушаясь своих жен, будут издеваться над своими родителями. И все дела не будут вершиться, совещавшись между теми мужчинами. Для того, чтобы сделать какое-нибудь дело, они раньше, будучи религиозными, когда религия была сильна, они совещались, а малые признаки судного дня, показатель этих признаков, то, что они не будут совещаться, а будут следовать наущениям своих жен, и женщины будут вести общество, и все будут послушны не законам Аллаха, не будут, или законам каких-то государств или что-то, а будут просто следовать наущениям, советам своих жен. Очень распространятся алкоголизм, наркомания, азартные игры. И еще один признак, малый признак судного дня – это то, что люди вместо того, чтобы воспитывать детей, рожать и воспитывать детей, будут брать собак и будут воспитывать дома этих собак как детей, и будут их держать как детей, и будут обращаться с ними как с людьми. Это тоже малый признак судного дня. Распространятся убийства людей. И это войдет в привычку. И это будет очень просто. Люди не будут задумываться о том, что они убивают людей. Они будут оправдывать, что все это хорошо, что нужно убивать людей, это ничего страшного, будут говорить они. Увеличатся разбойники и грабители, то есть разбои и грабежи. И простые люди потеряют свои богатства вследствие того, что они будут их насильно отбирать, и никто этому не сможет воспротивиться. Между людьми не останется взаимоуважения и взаимолюбви. Люди будут сторониться друг друга и будут искать только негативные качества. Те люди, которые говорят правду, и те, которые действительно искренне работают, и те, которые действительно искренне выполняют свои обязанности, они будут гонимы. Их будут выгонять. С ними не будут считаться. То, что делается по исламу, основываясь на шариате, будет считаться как бы негативным и не будет восприниматься обществом. Это будет считаться бескультурьем. Это тоже один из малых признаков судного дня. Очень много распространятся нечестие. И мало останется людей, которые подчиняются законам и правилам Аллаха, и не останется, будет очень мало людей, которые будут идти по пути нравственности и морали. Также будут строиться очень большие здания, и в этом люди будут соревноваться в собирании каких-то земных благ, богатств. И еще одно, в это время женщины начнут
ходить по улицам в обтягивающих одеждах, показывая свое тело, и будут гордиться своим телом, и будут выставлять на показ, и будут соревноваться в этом. И это все то, что мы пересказали, это малые признаки судного дня. Есть еще несколько признаков, это большие признаки уже, после которых действительно совершится, то есть наступит конец света, ахар заман, яум аль-киямат, появится огонь, большой огонь, появится даджал, каззаб, который скажет, что я Всевышний, и будет творить своеобразные чудеса посредством колдовства, и поведет за собой тех людей, у которых нет веры в сердце. Появится даббет-эль-ард, то есть животное, земляное животное, большое животное выйдет на поверхность земли и будет показывать каждому человеку, объясняя, что этот человек верующий, а этот человек неверующий. После солнца взойдет с запада. Потом выйдут Эджудж-Маджудж, некое племя, которое будет пожирать все, что есть на земле, вплоть до чернозема, не оставляя ничего. И они так быстро будут размножаться и распространяться по земле, и будут распространять нечестие и болезни. После этого один из больших признаков судного дня – появление, то есть снисхождение с небес Иса алейхиссалям. После этого, что на западе, что на востоке, что на Аравийском полуострове, остановится Луна, то есть остановится от своего движения по орбите. После этого в Йемене появится большой огонь, который соберет всех людей в одну кучу. История Земли и Вселенной такова. Аллах Субхану ва Тааля создал для того, чтобы когда-нибудь сделать ему конец. Человек рождается и умирает. Аллах Субхану ва Тааля создал Вселенную, и у Вселенной наступит конец. Аллах Субхану ва Тааля создал всю живность, все свои творения, и для того, чтобы потом уничтожить и начать заново воскрешение, возрождение, для того, чтобы представить перед собой и судить каждого по заслугам. Раббана атина фид дунья хасаната ва фил ахирати хасанатан ва кина азабан нар. Аллаху акбар.